В этом году исполняется 70 лет со дня рождения языковедов Вячеслава Бганба и Эммы Килба. Они родились в один год, создали семейный союз, ушли из жизни с разницей в 12 лет, оставив значимый след в абхазской науке. О Вячеславе Бганба можно сказать ученый, который стал воином. Еще с советских времен он был активным участником национально-освободительного движения. Во время Отечественной войны народа Абхазии был тяжело ранен, побывал в грузинском плену. Вячеслав Бганба – герой Абхазии. То есть он не только неформальный герой, еще и формальный герой. Воевал он на Восточном и Кумыкинском фронтах. Во время памятного наступления на Чимчиру в ночь с 25 на 26 октября 1992 года Вячеслав Бганба, тяжело раненый, попал в плен. После этого через некоторое время его обменяли. После того, как его подлечили, он был в состоянии встать в строй, участвовал во всех операциях, сперва как рядовой участник, потом как заместитель командира бригады. Ученый, исследовавший родной язык, герой войны, всем сердцем болевший за судьбу Абхазии. Именно такой сегодня видится личность Вячеслава Бганба. Если говорить о нем как о человеке, он человек абсолютно не воспринимал высокомерие. Был лишен всякой вот этой ставшей модной фальши. Но при этом удивительным образом он все эти качества, свою бескомпромиссность сочетал с тактичностью. Эмма Килба была специалистом в области грамматики абхазского языка и диалектологии. Кандидат филологических наук, доцент кафедры абхазского языка АГУ. В разные годы она работала старшим преподавателем университета, старшим научным сотрудником, затем заместителем директора АБИГИ. Эмма Киамоновна занималась определенной областью в изучении абхазского языка. Ее кандидатская диссертация была посвящена речи батумских абхазов. Более того, Эмма Киамоновна создала, собственно говоря, по ее инициативе была создана лаборатория диалектологическая, которая по сей день работает и вполне, можно сказать, успешно. В послевоенные годы благодаря Эмме Килба была проделана большая организационная работа по сохранению Института гуманитарных исследований и объединению коллектива. Институт наш был сожжен. Собственно говоря, не было ни крыши над головой и вообще ничего для того, чтобы начать работу. Может быть, у кого-то даже складывалось впечатление, что этот коллектив невозможно будет собрать. Но я был свидетелем и участником того, что она и Владимир Владимирович Дарсалия, который был сразу во время войны и после войны заместителем директора института, как они собирали нас, как они проводили различные научные мероприятия, чтения и доклады. Я напомню, что это был 1994 год, когда, собственно говоря, о какой-то зарплате или о чем-то речи вообще не было. 67-я итоговая научная сессия АБИГИ продлится до 21 апреля. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.